Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. И с вами, как обычно, Петр Цепандин. Мы, как обычно, находимся в гастростудии уютной ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов на одном дыхании все это сказал. И к нам сегодня в гости, наконец-то, чуть ли не пришел человека упрашивать, наконец-то согласился и пришел Петр Черяев. Петя, приветствую. Петя у нас директор Якутской республиканской киносети. Да. Спасибо, я тебе уже сказал, Петя. Смотрю, ты что-то нам принес, что-то такое, кажется, чуть ли не диковинное. Ну, чем ты к нам пришел? Я очень люблю путешествовать, особенно по Юго-Восточной Азии. Частенько там вот рыба, вот это все морепродукты. Но один очень салатик как-то заинтересовал, там цитрусовая такая заправочка была интересная. И с Семеном вот мы решили приготовить нечто вы, то есть, немножко как бы, обговорили. Да, чуть-чуть обсудили. И вот в качестве заправочки у нас будет вот такая классная штука. Это ну вот красная рыба я вижу уже, да. Ну то есть цитрусовая, ну что ж, приготовим да. салатик. Слушай, а у тебя вообще как с готовкой? Ну, с готовкой на самом деле... На вы, на ты? На вы, можно сказать, да, потому что это плюс моей жене, супруге, да. У меня супруга замечательно готовит, все очень красиво, очень вкусно, поэтому я туда практически не вмешиваюсь. Ну, единственное, что бывает, это барбекю, там, шашлыки. Ну, мужская зона, что да? связано с мангалом, да, это мою дачная зона. Да. Как только переехали вот в частный дом, там, другого я практически уже не готовлю, можно сказать, да. Как говорится, сам Бог видит. Все правильно, да. Ну что ж, потихоньку давай начнем, наверное, да. Давай. Что нам нужно сделать, Семен? В чем нам? Ну, во-первых, Как нам приступать? у нас сегодня есть немножко свежей мяты. Ох, ну тут вообще чего только нету, да? Я смотрю, у нас грейпфрут цитрусовый, это у нас грейпфрут, апельсинчик лежит. апельсин, один лимон и один Лимон. лайм. Ага. Для аромата мы тоже добавим немножко тимьяна Так. в конце. Так, ну первое, что мы сделаем, это мы подготовим наш грейпфрут. Ну, ты сам будешь делать или вместе с Петей будешь? Я вот хочу грейпфрут подготовить, а остальное вот у нас Петр займется. Да, Петя сам займется, да. Ты можешь пока задать пару вопросов. Да, нет, у меня традиционный вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Это у нас традиционная рубрика, она называется, Петя, я тебя предупреждал, она называется «Как я дошел до жизни такой». То есть тебе нужно будет рассказать немножко о себе, такая небольшая визиточка, да. Ну, многие знают, но есть наверняка люди, которые не знают. Ну, то есть познакомить. Ну, смотрите, я кино занимаюсь уже около 10 лет. Первый свой кинотеатр я открывал в городе Вилюйске, в маленьком населенном сразу пункте. перебиваю. Откуда родом, как, где, что? Ну, вот как раз таки... то есть ты как кино, да, как Тарантино сначала показал конец, потом вперед, потом серединку, и, короче, зритель такой, что происходит? Я вообще Черяево, наше семейство, да, оно родом из Вилюйска, вот Верхневилюйска, да, есть там между Вилюйском и Верхневилюйском такой небольшой поселок, Кэденда называется, и вот оттуда, да. Раньше он принадлежал там Верхневилюйскому улусу, сейчас вот Вилюйскому. Да. Я очень часто в детстве бывал в Вилюйске, я там учился в школе, в двух даже школах, там в нескольких классах там переходил в физмат там, и так далее. Да? В Вилюйске я очень часто любил ходить в кино. Ну, как в детстве всегда, это индийские фильмы. Тогда, слава богу, кинопрокат еще такой живой, да, был, вот советский. Советский кинопрокат. Кинг-конги всякие. Мы прям, да, выходили из кинотеатра просто и становились теми же героями, которыми мы, ну, если фильм был про индейцев, мы всегда играли в индейцев. Сразу Да, обязательно. Или же там... Робин Гуд, сразу Робин Гуд и все. Да, индийских замечательных много фильмов было. И вот этот кинотеатр для меня просто как-то в душу залез, я вырос в нем практически, да. Спустя много лет я занимался много бизнесом, работал в сфере образования, мы занимались вот мультимедиа технологиями первыми, которые вот появлялись, да, на территории нашей страны, плюс в Якутии, конечно, мы очень много там школ оснащали вот этими мультимедийными вещами. Ну и учились как раз-таки вот кинопроекционной технике. Вот там я, ну, где проектора используются в большинстве случаев? Это в школах, в системе образования, да, то есть это интерактивные доски. Это те, которые... уже которые современные? Да. Так, и вот я в тот момент, когда занимался вот бизнесом,
Я познакомился с замечательными ребятами японской компании Эйки. Эйки. Да, это компания, которая ориентирована, она узкопрофильная, да, она занимается производством кинопроекционной техники, да. Ну, такая своя ниша. Да. Они проводили периодические курсы, приезжали в Россию. Я там вот проникся, вот, что из себя представляет вообще проекционная техника, да, что такое проектора. И потом, впоследствии, когда я уже задумался над тем, что нужно заняться еще и киносферой, да, вот ко мне как-то обратились ребята Андрея Савича Борисова, да, это еще когда он был министром. Министром, да. Да. Каким образом можно кино якутское показать во всех наших деревнях одновременно? Потому что наши ребята что делали? Они снимали фильм в Якутске, здесь же немножко его прокатывали. Ну, первые якутские. Да, какие-то деньги отбивали, а до районов они не доходили вообще. Они, ну, потому что сеть была, скажем так... Сети не было. Сети не было, да. Вроде как стояли дома культуры, клубы. Постперестроечное время, да, все кинотеатры советские, они все превратились в какие-то бильярдные, там, какие-то рынки там, и так далее. То же самое было в Вилюйске. Вот когда потом вот министерство попросило меня, каким образом можно организовать вот нашу свою киносеть, чтобы якутское кино показывать. А я человек, который уже профессионально занимавшийся этим проекционной техникой, да, я уже понял, что нужно сделать. И начали задумываться над этим вопросом, то есть кинофикации республики. Но мы столкнулись с очень большой проблемой, это пиратство, видеопиратство. То есть, когда ты на обычном мультимедиа-проекторе показываешь кино с какой-то флешки там, или с компакт-диска, да, кто-то может его украсть и выложить в интернет. Все. Да, и все. Считай, деньги, которые наши кинематографисты вложили в производство фильма, да, они просто-напросто все уже практически потеряли. Потому что наших вот потенциальных зрителей на самом деле не так много. Сколько у нас? Около 1 миллиона человек. И самые большие кассовые сборы, там, посещаемость была порядка 60-80 тысяч зрителей. Да? Это же небольшое количество зрителей. Если они все посмотрели это в интернете, то, считай, уже фильм провалился в прокате. Ну да. Поэтому мы тогда вот задумались, каким образом вообще сделать вот эту вот кинопрокат. Вот ребята действительно снимали кино, ездили, брали под мышку вот такой вот проектор маленький и ездили по деревням такой, чос такой называется. Как гастроли, да? Да. И пока они доезжали до какой-то крайней точки, там где-то в районе Мирного, а потом обратно возвращались, они все заработанные деньги практически тратили. Ну да, надо кушать, где-то жить и все прочее. Да, бизнеса практически не получалось, да. Но тем не менее зритель шел в кино, они очень довольны были, но там действительно не было вот этого бизнеса. И чтобы организовать бизнес повсеместно, мы придумали некоммерческий подход. Ты знаешь, почему в России огромное количество населенных пунктов, да? Ты знаешь, сколько населенных пунктов в России? Ну, боюсь предположить, ну, 10, 20. Нет. 150 тысяч. 150 тысяч. 150 тысяч. Из них очень много, конечно, с очень маленьким количеством населения, там 100 человек. Ну, поселения и все прочее. Да. Если так взять, то, конечно, да. Более-менее нормальных там около 40 тысяч. Да? Даже, ну. А кинотеатров, знаешь сколько в стране? 2000. Из которых 100 находятся в Москве, 50 в Санкт-Петербурге, 30 там в Екатеринбурге. Ну и у нас в Якутске сколько у нас? 8, 6, 7. Не знаю, штук 5, по-моему, или даже больше. Ну, если по залам посчитать. Да, в Якутске есть. А в Якутии у нас всего 42 кинотеатра. Уже? Да. Причем благодаря вам это? Ну, 24 из них мы открывали. Ну вот, да, я говорю, половина. Но это кинотеатры, которые могут показывать голливудское кино. То есть для того, чтобы показывать голливудское стоит, где кино, профессиональное оборудование, которое Dolby Surround и все прочее. И вот такой вот кинотеатр мы открыли первый у нас в Вилюйске, когда это было 10 лет назад. Я приехал в свой родной вот этот Вилюйск, зашел в кинотеатр, просто ужаснулся от того, что там происходит. Там периодически, редко там что-то якутское какое-то кино показывали иногда, там Чингисхан, по-моему, показывали как-то, да? Что-то еще там чуть ли не пиратели, но тогда глава города попросил, давай сделаем здесь кинотеатр, давай его восстановим как-то. Ну и
я действительно, будучи такой патриотически так настроенным, решил попробовать действительно Малой родины, открыть там кинотеатр. Мы вложили на тот момент довольно крупную сумму, порядка 8 миллионов рублей. 10 лет назад довольно большая сумма была. И закупили полностью технику, там, звук, проектор, кресло, все это Специальный провели ремонт. техник наверняка приезжал, настраивался и прочее, да? Потому что это даже не просто так. И в тот момент мы сами еще учились, как это делается, да? Да. И это был наш первый кинотеатр. Мы поняли, что абсолютно бизнесом здесь особо не пахнет, да, потому что вложить, пока эти 8 миллионов а отбить их ты их не сможешь просто-напросто. Плюс еще нужно отопление, нужно там еще какие-то содержания понятно, да. сотрудников там, и так далее, и так далее. Фото, аренда, отопление, это ЖКХ. огромные расходы просто. А народ просто очень хотел, чтобы у них кинотеатр появился. И вот мы смогли в Вилюйске вот эту вот штуку запустить. Зато мы очень много чего выучили, да? Как всю вот эту кухню, вот эту вот рецептуру, откуда Так, появляется. вышли в поля, увидели, своими руками поделали. Да. И потом уже пошло-поехало. И самое главное, что мы придумали некоммерческую составляющую здесь. Мы нашли, кто у нас заинтересован больше всего в кинопоказе, да? Во-первых, это государство в лице нашего Министерства культуры. Во-вторых, госзаказ, конечно. Во-вторых, это муниципалитет, который заинтересован. И в-третьих, это предприниматели, да? Которые могут там точку кафе организовать. Там, Да. И вот, околокиношный бизнес. И мы, создав НКОшку, объединили их вокруг этой одной НКО. Вот все вот эти организации, да, структуры. И у нас получилась такая вот киносеть, мы со временем открыли в Бердигестяхе, в Кобяях там, и так далее, и так далее. У нас появилась уже своя киносеть, которая централизованно находила там фильмы и так далее. Чтобы, допустим, кинотеатр работал, тебе нужно администрацию какую-то, да? Конечно. Чтобы у тебя бухгалтерия была там и так далее, и так далее. Огромное количество отчетов. И вот всю эту нагрузку мы взяли на себя, а на местах оставили только вот слежение за техникой и организацию самого показа, да? Муниципалитеты в основном берут на себя обязательства по содержанию объектов. И таким образом у нас получилась довольно крупная сеть в Якутии. До нашего прихода кинотеатров было всего 9, по-моему. Да. И с тех пор мы подняли вот этот уровень. И благодаря вот открытию большого количества кинотеатров у нас кинематографисты начали зарабатывать. 10 лет назад максимальный доход одного якутского фильма достигал 3 миллионов рублей. Сейчас в 2 раза, по-моему. Сейчас самый кассовый у нас фильм порядка 17 миллионов собрал. Я имею в виду только на кассовый, территории Якутии. Вот. И получается, чем шире мы создаем вот эту вот сеть, тем больше сборов появляется у наших производителей кино. Они могут теоретически шанс, да. если хороший контент, то и денег заработать. Да, то есть, точки проката появляются и точки продаж. Таким образом, вот наш опыт потом еще начали переменять еще в других регионах. В Калмыкии мы уже создаем в этом году 4-й кинотеатр. То есть вы взяли и масштабировали проект? Да, можно так сказать. Можно так сказать, да. В Калмыкии вообще был единственный кинотеатр вот до последнего времени, до того, как мы туда не пришли, да? Очуметь. Хотя они очень... Чуть ли не сказал бедные калмыки, да, ну ладно. Так. В первый же год нашего там появления мы открыли 1 кинотеатр, потом 2 кинотеатра в прошлом году, и в этом году еще 1, и того у них уже 5 кинотеатров будет, таких вот нормальных кинотеатров, которых... Петя, перебивая, а каким образом вы попали туда? То есть, как вы там оказались? У меня очень много друзей. Мы же друзей, которые вокруг кино, да, и Серега Зверев, и Дима Аргунов, много вот этих вот медийных людей, которые где-то вокруг кино крутятся, да? Где-то что-то болеют, чем-то переживают, заботятся. Нюргун Иванов. Вот со всеми этими ребятами, вот они обращались ко мне, чтобы давай сделаем прокат нашего фильма там-то, да, вот просили, и вот мы все вот это и организовали. И это все произошло благодаря тому, что я когда-то занимался вот этими проекторами и так далее, да, то есть я знаю тонкости, каким образом фильм от точки А до точки Б довести, как его защитить, там и так далее, и так далее. Вот. И дальше больше сейчас
мы, поняв, что это действительно такой не ахти какой бизнес, мы придумали... Ну, вкусно пахнет. Вкусно пахнет, да. Давай немножко сюда. Может стоять и просто это... Мы начали думать, каким образом кинофицировать наши деревни. Вот я не зря говорю о том, что у нас огромное количество населенных пунктов. У нас даже в Якутии около 600 населенных пунктов. Представляешь? Там везде люди живут, они все ждут хотя бы наше якутское кино, как бы посмотреть, да, у себя в Доме культуры. У нас 486 домов культуры. Почему мы там не крутим они кино? еще есть. Да, в советское время там стояли советские аппараты. Да. Там до сих пор пленки, стоят бобины. пленочные, да, и бобины. Вообще, в советское время у нас в Якутии было более 1000 киноустановок. И вот эта вот сеть вся рухнула в 90-е годы, а сейчас примерно схожее время начало. Да? То есть вот система, которая в советское время рухнула, кинопроката, да, была замещена голливудской системой. Вот в Голливуде придуманная вот эта система DCI, DCP, да, они... Это формат, на минуточку, который... Да, вот этот, да? формат файла это DCP, да. А система вообще придумана, DCI, это Digital Cinema Initiative. Есть такая ООшка, которая придумана Голливудом, да. 7 крупных студий, мейджеров, так называемых, это Walt Disney, там вот эти, вот они объединились, создали ООшку и придумали, каким образом прокатывать кино во всем мире. Ну то есть как бы они зашли с точки зрения бизнеса первого. Да, абсолютно верно. И вот они дают сейчас лицензии на производство кинопроекционной техники, и на этих кинопроекторах, которые они придумали, чье кино Конечно, в первую очередь должны крутить, естественно, ихнее. И у нас сейчас в России вообще ситуация такая сложилась, что вот открыли кинотеатр, вроде российское кино там рвет и мечет, там кучу рекорды собирают там и так далее, да? Но посмотрите, сколько фильмов выходит с голливудскими студиями. Ну, в последнее время выходило. Вот, последние годы. «Последний богатырь». Да. Замечательный фильм, который снят на государственные деньги, да, на российские деньги. И его правообладателем является кто? Walt Disney. Walt Disney, да. Почему? Потому что на их территории это их бизнес. А без них нельзя заходить. Да, типа, ребята, если хотите, работайте, но как бы под нами. Да. Вот что-то подобное, да, произошло. Поэтому российское кино практически не может выйти на такие вот хорошие. Он очень зависимым стал, да. Без участия вот этих вот голливудских студий нельзя, вот, потому что у них рецептура вот такая, да? Они придумали рецепт, как показывать кино. И колпаком все это закрыли, сказали, вот без нас то есть сюда нельзя практически заходить. получается вроде как бы ООшка, какие-то мейджеры собрались, но при этом это получается чуть ли не олигополия, то есть монополия. Да, монополия. это монополия практически. И в эту монополию невозможно зайти со стороны. И вот, причем очень жесткая, да. Ну, то есть сидят вот ребята и говорят, у нас не возьмем. Каждый кинотеатр до нашей вот этой специальной военной операции, до того момента, когда они все ушли, репертуар диктовался оттуда. Да. Вот эти фильмы берете, вот это, да? и все. Да. И причем я знаю, что определенное количество показов вы должны делать. Так и было, да? Ну вот это да. Нас заставляли в каждой деревне там крутить один фильм по 4 сеанса в день. Но. В деревне, где живет 2000 человек, одним сеансом они все сходят, понимаешь? Условно. А все остальные сеансы нам нужно было ставить по нулям, потому что в этот момент не должны заходить другие фильмы. Понимаешь? То есть это очень жесткие условия, которые они придумали. И вот у них вот этот салат получается только по этой рецептуре, понимаешь, по их. А если мы хотим свое что-то придумать, у нас этого не получается. И вот Якутия почему выстрелила в кино, да, только потому что мы сохранили свою независимость. То есть у нас был такой суверенитет кино. Мы сами снимали, что мы хотим, крутили, как мы хотим, и у нас вот это все получилось. К нам не зашли крупные киносети. Ни одна крупная киносеть у нас не присутствует в Якутии. Это Каро, это там какие-то премьер-залы и так далее. У нас кинотеатры все наши. Руководители наших кинотеатров все наши люди.
И когда производитель приходит ко мне и говорит, прокати мой фильм одним сеансом, конечно, возьмем, давай покажем. Вообще без вопросов. А если бы репертуар составляли кто-то в Москве, Мы сказали, нет, и вот это не надо. естественно, да, конечно, вот давайте вот голливудское кино больше ставить, чем ваше какое-то якутское местечковое. И вот в этом и был такой феномен наш и родился. Вот я хотел, это, конечно, был вопросом, да, специальный вопрос, я тоже подготавливал, когда к передаче готовился, вот про феномен якутского кино. Ну, то есть, получается, один из факторов, скажем так, успеха, это вот это. Да. Но это один из факторов. Но Да, один из факторов. Самый главный фактор – это все-таки основа. Основа это вот когда появился Сахафильм. Сахафильму 90-е. в этом году исполнилось 30 лет. Ну, Да? 90-е. Это был 92-й год. Мгм. А, Как раз я деви- школу закончил. Во. Вот, смотри. 92-й год. Какое это было Мой время для... соотечественник, причем был директором, по-моему. Какое это было время для кино? Ага. Ну, в смысле, Кино какое? в России все развалилось. Вот Да, советская... были видеозалы, которые вот с этих Да-да-да-да-да, ВХС-кассеток да-да-да. с телека показывали прямо. Кинотеатры Мы все ходили закрылись, киностудии все обанкротились в стране. Ну. А наши власти что сделали? Они создали в этот момент, когда все начало рушиться, создали свою киностудию. Представляешь? Это они приняли такое решение создания киностудии. Набрали молодых ребят, отправили на учебу, они вернулись и начали работать в этом Сахафильме. И вот это вот появилось у нас появился такой фундамент мощный, на базе которого вот появились и остальные. Ну, все сейчас ругают этого же Чингисхана, но это была огромная практика для наших ребят. Они все прошли через международную практически школу. Пусть фильм, скажем так, провалился, но при этом были вложены средства государственные. Ну при и которых они объездили весь мир, там, Неоценимый мировые опыт. звезды, да, все вот эти вот операторы были привлечены, там, кинематографисты, и они прошли вот эту мощную школу. И при этом у нас создалась вот мощнейший фундамент. Действительно, в кино надо вкладывать, вот республика должна вкладывать. Сейчас у нас Александр Сергеевич вот, инициативу проявил. До этого у нас практически не было поддержки на производство, а сейчас вот у нас появились и государственные какие-то финансирования. Сейчас фильмов становится все сейчас больше и частные больше. компании тоже делают свои фонды. Да. Вот, Так, ладно. у нас Семен тут очень много Да, чего сделал. я хотел слово А мы дать стоим, Семену. что-то болтаем. Так, ребят, пока суд до дела, да, мы с Петей так, Петя хорошо так разговорились, значение Пети рассказывает, я слушаю, Ванька слушает, доест. Семен нам что-то сделал. Объясни, Да, пожалуйста, ну, Семен, что я ты тоже сделал. как-то во А то вкус- Петя хотел же научиться, а ты Да, во раз вкус и как-то дамки. зашел, слушал, тоже очень интересно стало. Ага. Как бы тут и Ну, кино реальные вещь цифры, интересная, да. Реальные цифры были услышаны, факты. Но как получается? Цитрусовая заправка. Мы взяли оливковое масло. Я сюда еще от себя подлил капельку бальзамического уксуса. Бальзамику. Да. Так. Это я знаю. Мы нашинковали сюда немножко свежей мяты. Также добавили цедру апельсина, лимона Который ты вот и через лайма. сито. Да, Именно цедру надо. цедру. Ага. Цедру, а потом уже добили А она сюда делается соки. для вкуса, я так полагаю, да? Мы добили сюда их соки. Ага. И мы сделали вот такие, как сказать, филе грейпфрута. Это хорошо, филе можно говорить, да? Я думал, филе это мясо, ладно. Ну, типа, это, так сказать, филе грейпфрута. Вырезка? Хорошо. Да. Филе грейпфрута. Также мы с остаткой грейпфрута добавили сюда сок тоже его. И Ну, то есть получается все соки, все соки, чуть-чуть цедры, оливковое которое, масло. кстати, очень полезно. Во Да. время пандемии мама мне все время отправляет в WhatsApp идеи всякие эти, говорит, вот цедра, говорит, чуть-чуть, Да. обязательно во всю еду Все чуть-чуть правильно. добавляй. И как Правильно? получается, мы сюда добавили сахара и немножко перца. Для вкуса, да? Да. Ну, то есть можно и попробовать, по-моему, да? Она должна еще немножко настояться вот как раз за это время. Мгм. Мы сейчас, ну у нас в принципе, мы скоро уже приступим к формированию нашего салата. И сейчас можно заняться отделкой. Может, Петя что-то поделает? Да, Ну, я или- вот хотел Давай. показать. Можно взять вот каждую вот такую секцию и поделить пополам. Давай попробуем. Да, поменяйтесь, может быть, местами, да. Так, Так, его на сколько частей? На одну? Ну, вот получается наполовину. Наполовину. Да.
Всё. Это Хороший очень, дождь. очень острый нос, аккуратно. Да. Еще бы гость без с порезами ушел. Да? А получается, с готовкой все-таки вторая половинка, да? Да, это все-таки Ты больше немножко ее. сказал то, что вот после как переезда в частный дом, Мгм. ты стал больше заниматься, как сказать, казаном, Да. Казанно-мангальные дела. Да, да, казано-мангальные да. дела, да? А есть какие-нибудь секретные твои какие-то фишки? Например, шашлык ты сказал. Ну, шашлык, он, знаешь, настолько такое блюдо превратилось повседневное, что там никаких секретов практически не осталось, да. Мы в первый год переезда вообще там чуть ли не каждый день его готовили. А такое интересные блюда у нас получаются, вот рыбные, допустим, у меня, да. Я люблю тех же карасей на том же барбекю карасика сделать, да. Это тоже интересно получается. Плов у нас очень вкусный получается стал. Мы начали учиться вот сами, да, с супругой. тоже. Ключевое слово «стал», да? Да. Методом проб и ошибок, да? Да, совершенно Да. верно. Плов, Оно это же не просто оно так. с опытом, да, приходит, Да. и вот мы сейчас вот мечтаем как-нибудь более такую профессиональную мангальную как-то построить, может быть. Как-то так. Мгм. Чтобы и когда и весной, и осенью, пока не так холодно, можно было бы еще тоже готовить. Вот, ну, а так пока у нас получается в летнее время в основном. Ну да. Вот. Сезонная составляющая. Мы потому что тоже передачи выходили на лето на улицу, как тоже сказали. Вот, я на самом деле хотел бы, снег и хотел бы холод. поучаствовать в той передаче, но Да, еще, но может, еще где-то не успеем. получилось. Ну а сколько я тебя звал, как говорится? Многие, например, Ну, в летнее тут- время, когда живут в частных домах, на дачах, готовят именно на улице. Да, 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 казане, да, да, В совершенно. мангале, потому что, как говорится, внутри дома здания жара, На, всё-таки, духота. на огне что-то- всегда вкуснее почему-то. На огне всегда На природе всегда Более-менее вкуснее. что-то Ну и получилось вроде? сам процесс увлекает. Давай Да. дальше. Так, ну, в принципе, смотрите, мы сейчас возьмем немножко перца. Так, Перец. вот он. Мы немножко подготовим нашу зелень. Это обычная руккола. Ага. Мы ее немножко поперчим слегка. И соль. Соль, вот она. Да, так. буквально немножко. Все. Это мы подбодрим. Это Вот понятно. так немножко добавим. Масло. Чуть-чуть. Буквально пару капель. Все. И мы это немножко, как говорится, взбодрим. чтобы наш- Перемешаем. Да. Также у нас тут есть ягода голубика. Это, походу, не местный или... Да, это получается. Ну, мы как говорится, метод приготовления, вещей, ингредиенты можно пойти спокойно в овощной магазин. Ну да, они все есть. Да. И обычно слабосоленая красная рыба. Может быть форель, может быть семга, Семга. может быть, кому нравится, может та же кита, горбуша. Кому как нравится. Ну, то есть красная рыба должна быть. Красную можно, желательно. можно даже, в принципе, попробовать с соленым чилем или нель. А даже так. Да. Ну, понятно. Я думаю, хуже не будет. Ну, короче, сейчас уже сборка, да? В принципе, сборка, да, и мы дальше будем, как говорится, слушать, Да, да. дискуссировать. Как говорится, мы еды немножко коснулись, Петя. Есть у меня такой вопрос. Тарелку. Уже сервировка. Да, Держи. потихонечку я продолжу. Проект «Экстра Синема». Вот, Ну, это, это- вот этого коснулся. Чуть-чуть мы, конечно, коснулись. Ты уже начал. Это, да, это ну вот. бомбический проект, на самом деле. Это проект, который просто-напросто перевернет у нас в стране систему кинопоказа. То есть вот Должно. что должен, да. Но Да. не, я уверен, что это произойдет. Дело в чем, да? Вот мы касались вот этого советского периода, Мгм. когда- когда все разрушено, когда с как- пленки да, на да, цифру да, 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 потихоньку. да. И если Надо, Семен? Положи. Да, я это играю, стою. Присвоил как-то, учесть ага. то, что у нас страна слишком большая, на огромной территории, вот эти вот DCP-кинотеатры, которые сейчас повсеместно есть, они подходят для небольших территорий. Мгм. То есть у тебя есть шаговая доступность сходить в этот кинотеатр построенный, а у нас как ты если живешь где-то на севере,
Ты, условно монобаре. Да. И приезжаешь в Якутск, и один раз в год ты можешь там посетить кино. Да? И мы придумали вот эту систему кинопоказа, которая может возродить, что происходило во время пленочного. Да? Вот представь себе. Союзных времен, да? Да. 80-е Вот, годы. Ну, сколько много фильмов было. Я помню, так около клуба прямо вот писали гуашью. Когда была пленка, там работала огромная логистическая система. Да. Представляешь, эту пленку нужно было привезти в какую-то отдаленную точку. Ну, я помню вот такие. Ее нельзя там морозить там, и так далее, и так далее. Это огромная работа, которую проводила вот это вот... Госзаказ. Да, советская сеть. А сейчас, во время цифрового века, вот одним щелчком пальца можно от точки А до точки Б доставить контент. Ну, да? да, Тебе не нужно пленку возить. А почему мы не занимаемся этим? И задавшись этим вопросом, мы вот просто-напросто с ребятами посидели, подумали, каким образом это можно сделать, чтобы было интересно это и кинопроизводителям, и прокатчикам, и населенным пунктам, и так далее. Да? И у нас, в принципе, все это получилось. Мы разработали свой проектор. Изначально мы его, по нашему техзаданию, нам его произвели в Японии. Вот это японская компания, да, но во время пандемии, к сожалению, она обанкротилась. Ох, понимаешь? Так. Даже такие мастодонты, да, получается? Тут случилось такое, что вообще рынок электроники очень сильно упал во время пандемии. И вот они сидели, надеялись, когда наш проект все-таки выстрелит, и они там будут поставлять большое количество проекторов, да? Но из-за вот этих пандемийных дел, там 2 года практически был простой, у нас проект не выходил, и на тот момент нам нужно было принимать решение, и всю производственную часть мы организовали уже здесь, у нас в Якутске, в нашем технопарке. Практически вся сборка, производство корпусов, там каких-то отдельных частей у нас происходит здесь, в Якутии. Это не просто сборка, да? И мы разработали свою такую коробочку. Она, возможно, выглядит не очень, наверное, так дизайнерски красиво, как, не знаю, это iPhone. от нее не требуется? На самом деле от нее это не требуется, потому что... Это же ее не дома ставить, чтобы друзьям показать, смотрите, у меня вот новая музыкальный центр. Ты знаешь, как выглядит сейчас кинопроектор в кинотеатре? А мы сделали белый, потому что он у нас висит не в проекционной, да, где-то стоит, да, устанавливается, а стоит в зале прям. А как правило, во всех домах культуры у нас белые потолки, и у нас он там незаметно стоит, и все. Помимо этого, помимо железа, мы еще создали свою цифровую платформу. Это целая такая экосистема кино, да, когда ты вот снял кино, да, и хочешь, чтобы в какой-то деревне его показали. Что тебе нужно сделать? Вот в нынешних условиях тебе нужно договориться с этим кинотеатром, там, у тебя должен быть какой-то дистрибьютор и так далее, там очень много всяких нюансов. А в нашей ситуации ты берешь свой фильм, закидываешь в наше облако, и любой зал, который хочет показать твой фильм, его себе получает и на определенных условиях его прокатывает. Да, на основе договора с вашей компанией? Да, совершенно верно. Это намного упрощает всю вот эту волокиту, которая сейчас имеется. Вот есть дистрибьюторы, это очень это внешние компании, которые здесь, вот, которые с февраля ушли практически, да, остались только наши какие-то дистрибьюторы, но все равно вот эта система дистрибьюции, она очень сложная. Там очень много посредников. Вот зритель, который идет в кино, он платит за всех участников, которые стоят вот в цепочке, когда режиссер свою идею пытается донести ее до этого зрителя, да? А зрителю приходится за все это платить. То есть там есть дистрибьюторы со своим интересом, там есть какие-то логисты, которые доставляют копию фильма, там есть банки со своими эквайрингами, там есть очень много вот этих вот посредников, за которых приходится вот этому зрителю заплатить. Вот сейчас вообще идет такой процесс трансформации всего этого медиа, кино, да, вот почему Голливуд борется с онлайн-кинотеатрами. Вот есть такая очень большая борьба, потому что
Голливуд диктует, хочет, чтобы кино снималось только вот по их технологии, DCI, вот этому стандарту. Ну, конечно, они деньги теряют. Да. А онлайн, То есть кусок пирога что-то в откусывают онлайне ты потихоньку. можешь спокойно снять кино на телефон буквально, да, и Да. выложить его туда и что-то там заработать без их участия. И вот мы делаем то же самое без участия сторонних компаний, большого числа сторонних компаний. А любой производитель кино, который молодой человек, там, допустим, снял в деревне свой фильм, Условный он его Петя выложил, Цыпандин. и вся деревня пришла, посмотрела его, он что-то заработал. Мгм. И мы вот эти вот условия создадим, и это будет у нас работать повсеместно. Мы в следующем году откроем уже у нас уже 120 залов будет на территории республики. 120 залов. Которые имеют возможность подключиться к вашей системе. Да. И они будут все смотреть там кино. Экосистемы. я бы В сказал. первую очередь якутская, во вторую это российская, ну и в третью очередь Подожди, будут а какие-то якутские зарубежные фильмы. кинозалы уже заключили с вами договора, получается? У Или нас имеет нет, доступ? нет. Мы создаем свою сеть, да. Ага. А те кинотеатры, которые есть, они легко подключаются. Пожалуйста, хотят Да, участвовать? конечно, Ну, нет, конечно, да? конечно. Мгм. Вот. Это очень такая интересная сеть. Там многие уже федеральные кинематографисты очень заинтересовались этим всем. Да? Мгм. Ну, очень много регионов обращаются. Ну. Все дальневосточные регионы выходили на меня, сейчас уже спрашивают, как это сделать. Мы хотим там 100 залов, мы хотим там 200 залов и так далее. Скажем так, если все хорошо пойдет, условно в будущем вы станете вместо Голливуда тоже монополистом, скажем так, который вот свои Ну, на условия- территории России, которая ориентирована на российское собственный кино, прокат, да. да, российских зрителей и так далее. А. Вот. Ну, Как-то так. как говорится, это бизнес, ничего личного, да? Ну, я бы не сказал, что это только бизнес. На самом деле мы в первую очередь себе задачу ставим социальную, чтобы каждый житель наших населенных пунктов, да, где есть Дом культуры, мог сходить в кино. Но не обязательно, чтобы они ходили целыми днями, каждый день там в кино. Да? Достаточно, вот мы недавно эксперимент там показывали наш один якутский фильм, 40% местного населения в деревне идет смотреть фильм. 40%. Якутское кино, потому что Да, это на слуху. якутского фильма, да. Но. В то же время, вот мы посчитали, та же «Красная шапочка», которая на территории России идет, да, каждый 8% кинофицированного населения только сходило. 8% и 40%. То есть востребованность кино в маленьких населенных пунктах намного выше, в разы выше. А потому что развлечений нету. Потому что другого, да, ничего нету, Да, раз, да. развлечений меньше, В этих населенных Клубов пунктах нету, дискотеки нету, люди кино хотят все-таки собираться вместе какие-то ощущения какие-то получать, да, и так что-то далее. получать мероприятия, да, да, общее вот увлечение, это там чуть ли не так, да. Да. И вот это вот массовое вот зрелище, она требуется там прям. И сейчас особенно, потому что такое тяжелое для страны время, действительно, людям нужно объединяться, нужно собираться. Чуть-чуть отвлечься, да, поднять Конечно, настроение. конечно, Ну, почему конечно, нет? конечно. Да. Да. Слушай, ты, Давай. кроме того, что еще и занимаешься киносетью, ты еще и продюсер. Продюсерством занимаешься. Ну, я продюсировал, на самом деле, когда-то я помогал ребятам там и так далее, но один хороший продюсерский опыт, это у меня «Рядовой Чарин», да, действительно, мы... Я бы сказал, нашумевший. Да, мы очень успешно его смогли продвинуть. На самом деле он был прокатан не только на территории нашей Якутии, немножко мы в России крутили, но на тот момент просто кинотеатры все стояли, поэтому мы особо на это не пошли. Мы решили вытащить фильм через онлайн, там, через телевидение и так далее. Вот в этом году на 9 мая его в СТС показывали. Ну, это довольно большой успех на самом деле. Конечно. Да? Что якутский фильм, самый такой вот патриотический праздник нашей страны, показывают Это успех. «Продажа Чарина», да? Но Ебануться, кстати, помимо был этого такой мы себе его смогли реализовать и в Южной Корее, в Китае, в странах, европейских странах, в Америке, в Канаде и так далее. Там везде буду смотреть «Рядового Чарина». Несмотря вот на все эти вот эти санкции и так далее. Но
Миру интересно вот это вот наше азиатское кино там, и так далее, да, это не просто там, они не видят там только какой-то российской вот этой, да, истории, вот корейцы, допустим, сами напрямую вышли, да, и попросили, потому что они интересуются вот этими азиатскими какими-то военными фильмами. С удовольствием они его права приобрели, и сейчас вот где-то на корейском языке наш якут говорит... Дубляж сделали. Да, совершенно верно. Да. В каждой стране вот они сами дублируют и так далее, и прокатывают его сами. Круто. Да. Как-то так. Ну вот есть феномен, да, действительно, вот корейское кино, да, в свое время выстрелило, там, да, фестивальное кино, артхаусное кино, да, ну то есть оно уже имеет такое. Сейчас я не побоюсь этого слова, есть феномен якутского кино. Ну что, Сахавуд и все прочее, ну то есть Да. как только они называют, да. Вот одним из факторов ты назвал то, что изначально был заложен фундамент. А с художественной точки зрения, может, с творческой точки зрения, на твой взгляд, вот как человек, который непосредственно связан, что имело успех якутского кино, вот феномен? Вот те фестивальные движения, которые здесь проходили, да, вот эти наши якутские международные фестивали. Да, кстати, вот, да. Ты бывал на нем? Да. Замечательный был фестиваль, вот хотелось бы обратно этого возродить. На самом деле, вот это фестивальное движение, оно принесло нам огромную популярность. Ну. К нам приезжало огромное количество зарубежных гостей, к нам приезжали вот эти вот селебрити какие-то, да, и так далее. И вот они все говорили... Пусть о не первой якутском кино. величины, но тем не менее, да. Ну, у нас были очень высокие люди. Ну, да. Так что вот все приезжавшие к нам гости, они потом начали наши фильмы в свои страны брать, принимать, да, то есть они на своих фестивалях обязательно крутили. И там начали выигрывать вот эти кучу призов. Вот на этом нужна вот эта вот коллаборация, вот это вот общение, да, и так далее. Вот мы Я тебе собрались, это- да, что-то приготовили, очень много пообщались, и это вот что-то интересное у нас произошло. Ага. Вот такие вот коллаборации должны быть обязательно. Прелесть нашей передачи, то, что мы то, что сделали, обязательно должны попробовавши. Да, Да, спасибо, Семен. Украсил все классненько. Нам мы сняли, показали, да, ребята? Крупно сняли. Так. Ну что, приятного аппетита нам. Давайте пробовать. Приятного. Давайте Приятного аппетита. Я, конечно, за рыбу возьмусь. вспомним тот вкус. То? Да, да. Семен прям волшебник. Семен Здорово. обычно делает все просто и вкусно вообще. Казалось бы, раз стоял, мы за разговорами не заметили, что у нас действительно передача заканчивается. Да, вот это вот цитрусовость, она как раз таки ровно-ровно присутствует. Спасибо, Семен. Вот. Суть до дела, да, за разговорами наше эфирное время закончилось. Петь, спасибо тебе большое, что был гостем наконец-то нашей передачи. Спасибо за тебе приглашение. большое. Да, Спасибо и за у нас классный есть салат. такая традиция в конце пожелания для наших телезрителей. Вот. Ну, всем пожелаю, конечно, мирного неба, всем пожелаю вкусной еды и замечательного кино, я думаю. Да. А я еще раз скажу, что у нас в гостях был Петр Черяев, директор Якутского республиканской киносети, Семен Тарбахов, Петр Цепандин. Мы, ребят, на этом с вами прощаемся. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Будьте здоровы, всего вам хорошего. А мы что? Мы дальше пробуем. А мы дальше, да. У нас это тоже традиция, обязательно это все доесть до конца.